Встреча представителей власти и руководителей общественных организаций была посвящена вопросу законодательного регулирования деятельности некоммерческих организаций в Абхазии. Сегодня по заявлению, письму, обращению ряда некоммерческих организаций Абхазии мы получили письмо. И вот у них есть такая озабоченность, что будут внесены поправки к закону. Какие там будут внесены поправки, как это будет влиять на развитие гражданского общества в Абхазии, вот эти вопросы, наверное, вам будут задавать представители некоммерческих, неправительственных организаций. Представители неправительственных организаций выразили обеспокоенность в связи с возможным принятием закона о некоммерческих организациях и отметили, что подобные законодательные инициативы в значительной мере повлияют на гражданское общество Абхазии. Кому нужно поднимать настолько градус общественной напряженности? У нас настоящая живая политическая жизнь с оппозиционными партиями, общественными организациями. Не нужен нам сегодня этот закон, который уничтожит гражданское общество, а любая страна, любое государство не может существовать без взаимодействия этих трех секторов: государственный, коммерческий и общественный, гражданский. Анализ, контроль, не ограничения, а взаимодействие. Это те основы, на которых мы можем с вами существовать. Проблематика принятия данного законопроекта, по мнению представителей общественных организаций, заключается также в ограничении возможностей взаимодействия Абхазии с международным сообществом. Если эти контакты прервутся с международными организациями, то гораздо меньше будет возможности доносить информацию об Абхазии. Я абсолютно согласна, что есть очень много и недругов и на Западе, и вообще в мире. И вообще мир жесток, и двойные стандарты, и несправедливо по отношению к Абхазии. Но у нас нет другой планеты, где мы все-таки хотим получить свое место. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба отметил, что неправительственные организации сыграли положительную роль как до начала Отечественной войны народа Абхазии, так и после. Однако нынешняя геополитическая обстановка в мире не может не сказываться на нашей стране. События, которые сейчас в мире разворачиваются, и когда наш стратегический союзник в такой конфронтации находится с западными странами, конечно, возникают эти вопросы о наших взаимоотношениях с западными партнерами. Но я, с другой стороны, тоже понимаю, что Россия тоже не рвет все каналы связи. Поэтому тут нужно какой-то особый подход. Андрей Барциц, министр юстиции Абхазии, рассказал, что нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность некоммерческих организаций, на данный момент находится на этапе разработки. Сейчас идет такой процесс принятия решений. Это будут поправки в действующие нормативно-правовые акты и законы в том числе, либо это будет процесс по созданию отдельного закона. Сейчас принимается решение. Уверяю вас о том, что на данном этапе реальные поправки, которые находятся в стенах Министерства юстиции, не видел еще пока никто. Мы пока монтируем, мы пока собираем концептуально видение того, как мы, имеется в виду наша страна, будет регулировать общественные отношения в этой сфере. Обсуждаемый закон реализуется в рамках программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, утвержденной в 2020 году. Программа предполагает гармонизацию законодательства во многих областях – экономике, финансах, таможенном праве, энергетике и социальной сфере. Деятельность по разработке, я скажу так, в общем, акта, регулирующего общественные отношения в сфере некоммерческих неправительственных организаций, вытекает из плана гармонизации законодательства Республики Абхазия с 11 пункта с Российской Федерацией. В продолжение, по инициативе Минюста Абхазии, российского Минюста, был разработан некий план-график, который, на наш взгляд, систематизировал бы работу по подготовке предложений в целом и создал бы условия временного характера для того, чтобы мы могли в процессе создания норм, регулирующих эти общественные отношения, вести дискуссию о том, какие из этих норм могут быть
полезные, какие необходимо там изменить и так далее. Андрей Барциц поделился, что положительно оценивает работу неправительственных организаций в вопросах разминирования, медицины и других гуманитарных проектах и подчеркнул, что Министерство юстиции всегда готово к дискуссии с общественностью. Сложно сказать и переоценить их роль в тяжелые по вопросам голода, разминирования, медицинской помощи. Ковидный период, вновь роль этих организаций очень сильно возросла. И я еще раз возвращаюсь к тому, что команда Минюста готова слышать все предложения, в том числе и Общественной палаты, и организаций, которых будет касаться этот законопроект. Участники встречи отмечали необходимость учитывать абхазский опыт в данной сфере и лишь опираясь на него вносить изменения в имеющееся законодательство. В России поправки в закон об НКО иностранных агентах были внесены в закон о некоммерческих организациях в 2012 году. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.